Делая это, он уверен, что не причиняет никому вреда, но он не знает, что жертвой является он сам. Не знает, что он склоняется к пути пристрастий, и это пристрастие не похоже на другие, так как оно доступно всем, и ему невозможно поставить ограничения, и потому что оно оставляет последствия, которые невозможно стереть из сознания тех, кого оно постигло. Это явление сильно распространено, однако никто не говорит о нем. На собрании Ассоциации ученых Америки имени доктора Мэри Анн Лайден было установлено, что пристрастие к непристойным фильмам является самой опасной угрозой для здоровья психики, и что это более опасно, чем пристрастие к кокаину. Это лишает их возможности стать теми, кем они могли бы стать, и лишает их всего, что они могли бы предоставить своим семьям, своему обществу и своей родине. Непристойные фильмы стали основным инструментом для распространения и обучения половой культуры в наших странах. Отсутствие четкого представления о распространении правильной половой культуры приводит к появлению культуры, построенной на ложных и искаженных основах. Существует замкнутый цикл пристрастия, частота повторения которого зависит от силы этой зависимости. Сперва приходит оправдание, затем сожаление, затем отказ от греха, а затем опять срыв и возврат к греху при возникновении соблазна. Если мы проанализируем выражения, которые указываются в поисковике Google, то обнаружим, что больше всего там содержатся слова, связанные с интимными отношениями. 116 тысяч поисковых запросов в день от детей и подростков. Каждую секунду 30 тысяч человек просматривают непристойные сайты. Каждые полчаса в США снимается один непристойный фильм. США производит 89% всех непристойных сайтов в интернете. Общий бюджет этой киноиндустрии оценивается более чем в 100 миллиардов долларов. В Королевстве Саудовская Аравия производится 50 миллионов поисковых запросов на непристойные и даже извращенные темы в месяц. Это более 1,5 миллиона запросов в день. Также 70% всех обмениваемых между подростками файлов носят непристойный характер. Здесь находится центр вынесения решений и сдерживания желаний человека. Возбуждение центра желаний с помощью постоянных просмотров с пристрастием ведет к истощению передней доли мозга и ее разрушению, вследствие чего у человека ослабевает центр оценки и осознания последствий его дел. Затем у него наступает то, что называется порывом, когда он действует безрассудно, не обращая внимания на последствия, и зациклен на повторении одного и того же дела, как навязчивой мысли. Во время интимной связи между супругами выделяются два гормона. Их задача – усилить влечение и эмоциональную близость между супругами. Отсутствие этих двух гормонов во время самовозбуждения, которым сопровождается просмотр непристойных фильмов, приводит к исчезновению любви и необходимых для связи с противоположным полом эмоций. В результате такой человек получает больше удовольствия от просмотра фильмов, чем от интимной связи. Это приводит к одиночеству, моральному ослаблению и разложению. В Малайзии имел место прекрасный опыт, показывающий, что государство может противопоставить негативным и пагубным последствиям подобных пристрастий. Они ввели в школе уроки по исламской половой культуре. Эти уроки были вплетены в школьную программу наряду со стандартными предметами – иностранные языки, биология и физическая культура. Также государство стало побуждать молодых людей к раннему вступлению в брак путем предоставления материальных выплат, облегчению процедуры получения жилища и даже установления заработных плат для молодоженов. Поистине, опасность половой распущенности требует от нас решительных, действенных шагов по ее преодолению. И нам надо скорее сделать первые шаги на этом пути. Увеличение научного и медицинского образования, предупреждение об опасности половых пристрастий для здоровья, побуждение к раннему вступлению в брак в соответствии с новыми условиями, подобранными под ситуацию в каждом обществе. Введение изучения исламской половой культуры наряду с остальными предметами в школах, либо как отдельного предмета, либо в рамках программы по той или иной дисциплине,
Создание правильных средств массовой информации в противовес тем, что толкают к половой распущенности. Поиск приложения умам и способностям всей молодежи посредством научной и спортивной активности, не оставляя времени для физического или умственного вакуума. После долгого и подробного исследования мы предоставляем тебе в этом видео по ссылке реальные практические методы, которые помогут тебе убедить других. Обращаюсь ко всем, кем овладело это пристрастие. Поистине, победа над пристрастием – это самая важная победа в твоей жизни. Чтобы ты, смотря в зеркало, видел победителя, свободного человека, в полном смысле этого слова. А если ты посмотришь в зеркало и увидишь слабого, сокрушенного человека, раба своих желаний и страстей, то как же может победить эта душа, которая потерпела поражение внутри себя? Истинная победа должна начинаться изнутри, с души человека. Поистине Аллах не меняет того, что с людьми, пока они не изменят то, что с их душами.